Детский спорт – одно из самых прекрасных явлений. Приятно наблюдать, как дети пытаются перебороть себя, свои страхи, неуверенность, преграды для достижения результата. Спорт развивает не только физическую составляющую, но и интеллектуальную. Особенно такой изящный вид спорта, как теннис. И сегодняшний герой нашего специального выпуска – Давид Могилевский. Молодое дарование современного тенниса в Кыргызстане. В мировой элите тенниса есть имена, которые всегда на слуху. Это и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович, и Роджер Федерер. Как раз таки Давиду очень импонирует стиль игры швейцарской звезды, о чем он сам говорил нашему телеканалу. В свои 9 лет Давид прекрасно владеет техникой игры, побеждает своих оппонентов, которые старше его на 2, а то и 3 года. В спорт Давида привел его отец, Денис Могилевский, который сам раньше играл в теннис. Очень важно, когда твой отец не только действует как поддержка, но и как советчик в игре. Спорт выбрал, потому что сам когда-то занимался теннисом, очень нравится теннис. Уровень у него очень неплохой для его возраста. Надеюсь, что будет еще больше прикладывать усилий, будет идти рост. Ему самому, конечно, нравится. Теннис он уже играет 4 года. Естественно, папа его привел когда-то, так же, как и меня в свое время привели. И потихонечку идем в этом направлении. А направление очень устойчивое. Постоянные тренировки занимают большое количество времени, отнимают много сил и энергии. Но команда Давида уверена, что это все не зря. Ведь сейчас взращивается, возможно, будущая звезда тенниса от нашей республики. А в скором времени его родители будут пожинать плоды этой интенсивной работы. Да. 4 мяча, потом атакующий. 5-й атакующий. Хорошо? 5-й атакующий, выходит в сетки, я тебе бросаю в сетки. Поехали. Нам удалось побеседовать и с тренером Давида Николаем Беляевым. У каждого спортсмена есть сильные и слабые стороны. У него, в принципе, мы работаем над этим, исправляем его ошибки. Слабые стороны – это его ноги. Как раз у нас работа происходит каждодневно, это работа ног. Характер спокойный, да. Уравновешенный, играет спокойно, невзирая ни на что. Трезво оценивает ситуацию, в принципе, играет. Перспектива есть, но у любого спортсмена есть перспектива. Все зависит от него. Потому что так же, как любой человек, он растет, и со временем мы уже посмотрим, что из него получится. На что вы обращаете внимание на тренировку? Как вы ведете с ним тренировку? Тренировка должна проходить так же, как соревнования. Должна быть целеустремленность. Работа, человек должен полностью отдавать себя. Любая программа тренировок – это разминка, хорошая разминка. Работа ног, полностью нужно размяться для начала. А в дальнейшем, в принципе, мы уже по программе отрабатываем, что у нас записано по программе, над тем мы работаем, в зависимости от ситуации.
Там же есть циклы определенные. Есть недельные, есть месячные циклы. И вот по этим циклам мы уже работаем. А работа кипит на самом деле. Нам удалось лицезреть одну из тренировок Давида и убедиться, как он выкладывается на них полностью. Сам Давид еще пока не привык к вниманию камер, потому что он прежде всего сейчас работает над улучшением качества игры изо дня в день. Но нашему каналу он дал эксклюзивное интервью. Я вообще не хотела переходить в другой спорт. Мне нравится этот спорт, теннис. Ну, для меня в теннисе тяжело это. Да ничего особо мне не тяжело. Думаю, стоит поработать над подачей, чтобы стабильнее была, чтобы чаще попадал. Да. Вообще на тренировке, какая часть тренировки тебе нравится? Больше всего мне нравится, когда или подаешь, или там с лету играешь, и когда слева, там справа люблю. Мы будем обязательно следить за этим молодым дарованием, который мчится к своей вершине на теннисном Олимпе. Главное — это не свернуть с пути, дойти до своей цели и победить в турнире Большого шлема Ролан Гаррос, как он и сам мечтает. А заботливые родители, я думаю, всегда будут рядом и поддержат его в любой момент. Пожелаем Давиду Могилевскому удачи и всех успехов в этом пути, который он выбрал. Пути теннисиста. Азирет Абдраимов специально для КТРК Спорт.